прощайте, храпящий конь и звонкая труба, бодрящий барабан, визгунья флейта, державный стяг и все великолепие, гордыня, блеск и пышность славных войн. Этот эпиграф великий английский композитор Эдвард Элгар посвятил своему циклу из 5 торжественных и церемониальных маршей, первым из которых Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан открывает цикл музыкально-просветительских концертов «Музыкальная культура Европы». И наш первый сегодняшний вечер посвящен музыке выдающихся английских композиторов. Интересно, что интересен тот факт, что этот английский гений Эдвард Элгар так и не получил профессионального музыкального образования, хотя был рожден в семье настройщика фортепиано, который также подрабатывал в английской деревушке органистом. Первые уроки музыки он получил у учителей-любителей в городке Лоуэр-Брокхед, где был рожден. В 15 лет он грезил о поступлении в Лейпцигскую консерваторию, но его мечте не суждено было свершиться, так как родители не смогли материально поддержать 4-го из 7 детей. Позднее Элгар не терял надежды стать концертирующим скрипачом-виртуозом, но, услышав однажды, как играют мастера скрипки в Лондоне, понял, что не обладает достаточным профессионализмом и решил податься в дирижеры. Как вы понимаете, есть такой музыкальный анекдот, что если человек не может ни на чем играть, то можно хотя бы попробовать подирижировать. Тот факт, что именно этим маршем ежегодно закрывается цикл так называемых променад-концертов в Лондоне, в огромном многотысячном зале Альберт Холл. Променад-концерты — это концерты BBC Proms, которые проходят с июля по сентябрь в Англии. И в последний сентябрьский вечер огромная многотысячная толпа, стоя, размахивая многонациональными флагами, вместе поет среднюю часть из этого марша «Страна надежды и славы», символизируя единение народов. Впрочем, речь об Эдварде Элгаре у нас пойдет в конце вечера, когда мы будем исполнять его грандиозные энигма-вариации. А первый полновесный герой нашего вечера — это английский романтик Фрэнк Бридж. Его часто называют английским Чайковским за подчеркнутую романтичность и чувственность в его музыке. Фрэнк Бридж отличался тем, что имел радикальные пацифистские воззрения. И даже во время войны, когда его коллеги-композиторы писали музыку, отражающую скорбь и боль, царящие в Европе, Фрэнк Бридж писал лишь элегии, пасторали и возвышенно-молитвенные музыкальные страницы, будто в поисках духовного умиротворения. Симфоническая поэма «Изабелла», которую вы сейчас услышите, была написана в 1907 году и является единственным программным симфоническим произведением Фрэнка Бриджа. Что значит программа? Это значит, оно следует конкретному музыкальному содержанию. Легенда об Изабелле впервые была рассказана великим итальянцем Джованни Боккаччо в его «Декамероне», а позднее адаптирована гениальным 23-летним английским драматургом Джоном Китсом в начале XIX века. Это легенда, повествующая об Изабелле, дочери богатых флорентийских купцов. Девушка влюбляется в простого слугу своего дома, Лоренцо. Между ними вспыхивает горячая страсть и любовь. Но братья Изабеллы, заметив это, решают, что честь семьи может быть опорочена, если их высокопоставленная сестра будет связана с бедным слугой. Они заманивают Лоренцо в лес, убивают его и закапывают там тело юноши. Во сне Изабелле является призрак Лоренцо, который рассказывает ей о происшедшем и о месте своего захоронения. Безумная Изабелла мчится в лес, выкапывает голову своего возлюбленного и кладет ее в горшок с базиликом, над которым она тоскует долгие дни и долгие недели, оставаясь верной своему возлюбленному. Но, проведав об этом, жестокие братья отнимают ее горшок, и бедная девушка умирает с горя. Кажется, что эта трагедия действительно очень грустная, как и трагедия о Ромео и Джульетте, но Фрэнк Бридж воспевает скорее возвышенную любовь и ее бессмертие. В этой поэме вы услышите 4 основные темы. Первая, с которой начинается произведение, символизирует общий грустный настрой сочинения. Вторая тема, которая прозвучит сначала у гобоя, а впоследствии всего оркестра, это тема неистовой и несокрушимой любви.
Третья тема – мужественная тема бедного юноши Лоренцо. И четвертый большой эпизод, где вы будто в кино сможете проследить, как жестокие братья Изабеллы мчатся за бедным юношей, разыскивают его в лесу и совершают над ним жестокую расправу. Впрочем, в конце Фрэнк Бридж снова вводит тему бессмертной любви, будто говоря нам о том, что любовь вечна, и мы должны радоваться каждому ее мгновению. Итак, Фрэнк Бридж, симфоническая поэма «Изабелла».
городке Олдхам в Манчестере Уильям Уолтон с детства пел в церковном хоре, а позднее закончил церковный колледж при Оксфордском университете, что наложило огромный отпечаток на все его дальнейшее композиторское творчество, ведь он прославился в первую очередь как создатель монументальных хоровых полотен, таких как «Коронационное место», «Магнификат» или грандиозная оратория «Пир Валтасара». Тем не менее, Уильям Уолтон схож с Элгаром в том, что он также мечтал стать инструменталистом, грезил о карьере пианиста или скрипача, но его одноклассники с самых ранних лет подшучивали, что скорее Уильям сделает карьеру хорового певца, нежели настоящего виртуоза. Также, оставив чаяние на сольную карьеру, Уильям Уолтон, видимо, решил, что если он не может исполнять музыку, то можно попробовать ее музыку написать. И стал великим английским композитором, признанным повсеместно. Интересен тот факт, что при жизни творчество Уолтона было явно недооценено. До Второй мировой войны критики считали его музыку слащавой и ностальгической, а после войны в газетах выходили статьи, что музыка Уолтона дословно такая же, как и до войны. Сегодня мы хотели бы осветить немаловажную страницу в творчестве этого титана английской композиторской школы, его киномузыка. Ведь еще во время Второй мировой войны Уильям Уолтон был эвакуирован специально, чтобы писать музыку к кинофильмам антивоенной пропаганды. Сюита из музыки кинофильма «Ричард III», которую вы сейчас услышите, была написана в 1955 году специальным кинофильмом Лоуренса Оливера, повествующему о семейных передрягах короля Эдуарда IV и его коварного брата Ричарда III. Впрочем, их семейные разборки сегодня подвергаются историками большому сомнению, но нас интересует сама музыка и дар Уильяма Уолтона. Эта сюита состоит из 6 частей. Первая часть называется «Фанфара», она будто заставляет нас встать и внимать к грядущим грандиозным событиям. Вторая часть «Музыкальные игры» переносит нас в атмосферу чарующей средневековой Англии, а в партии деревянных духовых инструментов даже прослеживается настоящий подлинный английский средневековый хорал. Третья часть «Принцесса в замке» рисует нежный лирический образ принцессы, размышляющей о своем будущем. Четвертая часть «Под барабаны и плащаницы» — это церемониальный марш, но марш саркастический. Это король Эдуард IV и его брат Ричард III, замышляющие козни друг против друга. Пятая часть «Ой, если б я мог познать твое сердце» является одной из самых тонких и лиричных страниц Уолтона о любви. И, наконец, шестая часть торжественный церемониальный марш. Уважаемые дамы и господа, чтобы полнее, полноценнее понять и услышать 6 частей сюиты, просьба не аплодировать между частями. Итак, Уильям Уолтон, сюита из музыки кинофильма «Ричард III».
Уважаемые дамы и господа, второе отделение нашего концертного вечера начнется с музыки выдающегося английского гения, не только английского, но и гения композитора всей европейской музыкальной культуры 20 века. Это Бенджамин Бриттон, композитор, пианист, дирижер, педагог и музыкальный деятель. Ученик Фрэнка Бриджа по композиции, Бриттон был удивительно критичен сам к себе, даже когда стал настолько популярен благодаря своим монументальным произведениям, таким как «Военный реквием», «Путеводитель по оркестру для молодежи» или опера «Питер Граймс». Первые уроки музыки Бриттон получил от своей матери, пианистки. Мать, рано разглядев неординарные способности своего ребенка, грезила, что он станет четвертым великим «Б» после Баха, Бетховена и Брамса. Впрочем, сегодня нам еще рано судить, пойдет ли Бриттон в эту когорту титанов, потому что его творчество находится слишком близко к нам по времени. И нужно учитывать тот факт, что когда людям музыка Бриттона или композиторов 20 века кажется сложной, необходимо помнить, в каком веке жили эти композиторы. И 20 век, век войн и потрясений, неизбежно накладывает огромный отпечаток на все их творчество. И музыка, к примеру, Бенджамина Бриттона, поначалу просто требует чуть более внимательного прослушивания, так как на самом деле она направлена напрямую к человеческому сердцу. Сегодня ясно одно: Бриттон всемирно признанный именно оперный гений. Его оперы ставятся повсеместно во всех лучших оперных театрах мира. Мы бы хотели вам представить 4 морские интерлюдии из первой оперы Бриттона «Питер Граймс». 4 морские интерлюдии — это 4 части небольшой сюиты. «Питер Граймс» — это сложная психологическая драма, рисующая судьбу и перипетии простых людей, жителей прибрежной рыбацкой деревушки. Интересно, что море является в опере не просто фоном, не просто рисунком стихий. Оно именно отражает психологический подтекст каждого героя и полноценно раскрывает его образ. Первый номер этой сюиты — «Восход солнца». Это тихое море на восходе солнца, тихие волны. В мелодии первых и вторых скрипок и флейт можно услышать и вживую будто увидеть, как первый лучик занимается на горизонте, а в хорале тромбонов видно, как огромный огненный шар восходит над землей. Второй номер — это «Воскресное утро». Суматоха и суета пробуждения прибрежного населенного пункта. А звон колокола зазывает всех на церковную службу. Третий номер «Лунный свет» интересен тем, что в нем фактически отсутствует мелодия. Это просто тихие волны и редкие блики ночного света. И время будто замирает. И, наконец, 4-й номер «Шторм». Бриттон рисует неумолимую стихию. Интересен тот факт, что в отличие, например, от композиторов-классиков, которые, пытаясь изобразить различные стихии, такие как огонь, вода или даже воздух, использовали обычные, так сказать, округлые, привычные уху мелодии. И это были скорее напоминания о стихии, но никак не ее глубокое чувственное изображение. Музыка же Бриттона будто уносит нас в морскую пучину. Она направлена именно на слушание нашими чувствами, нашим рассудком и на полное погружение в эту стихию. Итак, Бенджамин Бриттон, 4 морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс».
Однажды вечером, 21 октября 1898 года, вернувшись после долгого утомительного рабочего дня в качестве преподавателя в школу, Эдвард Элгар сел за свой фортепиано и принялся играть простую душевную мелодию. Увидев, что мелодия эта привлекла внимание его супруги, Элгар продолжил импровизировать, пытаясь в единой мелодии, повторяющейся мелодии, отразить образы своих друзей, либо друзей своей семьи. Через 4 месяца эта идея так разрослась, что Элгар написал 13 вариаций, финал и оркестровал свое монументальное произведение, назвав его «Энигма», вариацией на тему «Энигма». «Энигма» значит «загадка». До сих пор музыкальные критики всего мира ломают голову, что же на самом деле скрывается за этими явными посвящениями, которые вы видите в своих программах и которые я сейчас продублирую. Вы можете задать закономерный вопрос, что уж такого может композитор зашифровать в музыке. Конечно, это не тема для вечернего концерта, но я должен напомнить вам, что до сих пор ведутся фундаментальные исследования о том, как Иоганн Себастьян Бах зашифровал в своем хорошо темперированном клавире 2 тетради для клавесина неканонические Евангелия и их историю. Сергей Рахманинов, например, включал в каждое свое произведение тему средневекового хорала «Диес Ир». «Диес Ир» — это значит «День гнева». И даже когда мы слышим самые душевные и, казалось бы, красивые мелодии Рахманинова, например, его 2-го фортепианного концерта, фоном в глубине оркестра всегда проходит тема судного дня, будто мечта о чем-то несбыточном. Или, например, Дмитрий Шостакович, который свои инициалы по-латински ДСЦХ, Дмитрий Шостакович, это 4 ноты. Ре, ми, бемоль, до, си. Дмитрий Шостакович писал на эти 4 ноты целое произведение. И когда мы слушаем, например, его 10-ю симфонию, в каждой части которой эта тема является зерном, музыка вводит нас в неописуемое оцепенение, будто открывая нам тайны его сложного времени. Я лишь хотел бы зачитать вам то, что писал о своих вариациях сам Эдвард Элгар. Произведение это, «Энигма», начинающееся в духе юмора, а продолжающееся с глубокой серьезностью, содержит зарисовки моих друзей. Это может быть понято следующим образом, что каждый из моих друзей высказывается и задумывается над основной темой, пытаясь разрешить эту загадку, ведь именно так называются сами вариации – загадка. Зарисовки эти не являются портретами, но каждая вариация содержит четкую мысль, соответствующую определенной персоне, либо событию, известному только нам двоим. Все это есть база композиции, но произведение можно слушать просто как музыкальную пьесу, отдельно ото всяких сторонних соображений. Для тех, у кого нет программок, я бы хотел рассказать вам очень коротко, кому посвящены эти вариации. Итак, после основной темы, первая вариация посвящена супруге Элгара, нежной Каролине Алисе Элгар. Вторая вариация посвящена другу Элгара, пианисту, обладающему легким и виртуозным звуком. Третья вариация посвящена талантливому миму, чья пародия на старика с надтреснутым голосом стала прообразом этой вариации. Четвертая вариация сельскому скаутеру, как писал сам Элгар, этот человек, выходя из любой комнаты, всегда силой вышибал дверь. Пятая часть другу, а точнее его сыну, то есть сыну поэта, серьезный молодой человек в разговоре, он всякий раз вставлял в свою речь непредсказуемые остроумные высказывания. Шестая вариация посвящена другу, подруге, артистке, любительнице. Седьмая вариация. Седьмая вариация посвящена другу Элгара, архитектору, отчаянной попытки научить его игре на фортепиано. Восьмая вариация педантичной знакомой по филармоническому обществу. Девятая является самой таинственной страницей в музыке Элгара. Формально эта вариация посвящена его другу, меценату Августу Егеру, который вывел его из депрессии. Но, как писал в письмах сам Элгар, это история о том, что случилось однажды и что навсегда останется в моем сердце. Десятая вариация дочери священника,
чье милое заикание отражено причудливыми фигурациями гобоя. 11-я вариация посвящена... 11-я вариация посвящена другу Элгара, органисту, но на самом деле бульдогу Дэну, любимцу Элгара. 12-я вариация виолончелисту, любителю, с которым Элгар играл в трио. И 13-я вариация самой прекрасной идеей, отплывавшей во время написания этой вариации. Финал «Энигмы», грандиозный финал, Элгар рисует звуками сам себя, а в грандиозной кульминации, будто распахивая окно в будущее, цитирует финал своей еще не написанной первой симфонии. Итак, Эдвард Элгар, «Энигма вариаций».